В Чебоксарах впервые прошла ярмарка чувашского меда, организованная продовольственным фондом республики. В Медовый Спас на нее съехались более 30 пчеловодов со всех районов. Чем они удивляли посетителей праздничной выставки, расскажет Татьяна Самсонова. Мед луговой, донниковый, гречишный, липовый и лесной. Все эти виды лакомств можно было попробовать и оценить на вкус. А еще медовый квас, соки на основе меда и ароматные чаи. Андрей и Надежда Ивановы помимо съедобной привезли еще и лечебную продукцию. Экстракт личинок восковой моли и пчелиный подмор. Над их изготовлением трудилась вся семья, в том числе и маленький Айдар. У него есть уже свой интерес. Когда качаем мед, делаем вырезки, здесь перговые есть, забрус. Личинки любит собирать. Личинки, да, он с нами везде участвует. Не боится личинок? Держит прям руками. А Алексей Кубеков привез натуральный крем-мед, который взбивался целые сутки на специальной установке. За счет этого он насытился кислородом, стал воздушным и менее приторным. Объем вес уменьшается. И если обычный мед, ложку съешь, вроде и хватает, а этот мед может сделать 5, 6, 10 ложек может съесть. Пчеловод в 5-м поколении Николай Пирожков презентовал монофлерный мед, то есть собранный из цветков только одного вида растений. Откачали чисто фацелевый мед в Ульяновской области, чисто гречишный мед, темный мед, гречишный мед. И откачали, будем качать подсолнечниковый мед. Все прилавки с медовой продукцией осветил протоиерей Алексей Кошкин по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия. И после этого ярмарка официально стартовала. Также на праздник приехал министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Он задал пчеловодам вопрос, нужно ли проводить подобные встречи впредь. И решение было принято единогласно. Раньше такие выставки проводились в районах. Например, в Маргаушском районе неплохо проходила выставка. Мы понимаем, год сложный, ковидный. Слишком много народу собирать нельзя, поэтому мы пока в усеченном формате таком попробовали провести эту ярмарку. И со всеми пчеловодами решили, что эту ярмарку мы будем проводить теперь ежегодно. Мы постараемся эту ярмарку вывести на уровень Приволжского федерального округа. По словам генерального директора продовольственного фонда Чувашии Александра Богданова, проведение подобных ярмарок помогает обеспечить жителей республики натуральными, экологически чистыми продуктами по доступным ценам и поддержать пчеловодов. Татьяна Самсонова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.